Маша и Миша ищут клад. Жила-была маленькая девочка по имени Маша. А в соседнем доме жил ее лучший друг, мальчик Миша. Они были неразлучны. Больше всего на свете Маша и Миша любили играть вместе, раскрывать маленькие секреты и мечтать о больших путешествиях. Каждое утро они встречались во дворе, чтобы придумать новую, интересную игру. Сегодня ребята играли в прятки в старом заброшенном саду. Миша побежал прятаться за деревянную беседку, которая со всех сторон заросла зеленым плющом. Прижавшись к стене, Миша заметил, что одна старая дощечка немного шатается. Мальчик из любопытства потянул ее на себя, и дощечка легко отошла в сторону. Внутри стены оказался самый настоящий тайник. В тайнике лежала жестяная коробочка, покрытая узорами. Миша аккуратно достал ее и открыл. Внутри он нашел свернутую в плотную трубочку бумагу, перевязанную красной ленточкой. «Маша, иди скорее сюда! Смотри, что я нашел!» Громко, но таинственно позвал Миша. Девочка прибежала на зов, и друзья вместе развернули находку на траве. Это была самая настоящая карта сокровищ. На ней были аккуратно нарисованы извилистая тропинка, веселый ручеек, большой круглый камень, похожий на медведя, пушистая ель и яркая красная звездочка в самом конце пути. «Эта карта ведет в наш лесок за окраиной!» Радостно воскликнула Маша, разглядывая рисунки. Ребята, долго не думая, решили раскрыть эту тайну. Они вернулись домой, надели удобные кроссовки, взяли рюкзачки, положили туда по бутылочке чистой воды с бутербродами и отправились в путь. Лес встретил маленьких путешественников приятной прохладой и запахом земляники. Огромные деревья шумели своими зелеными верхушками. Маша шла впереди и внимательно сверяла дорогу с картой, а Миша помогал ей. Он находил нужные повороты и аккуратно придерживал ветки кустов, чтобы они не задевали девочку. Вскоре веселая тропинка вывела их к лесному ручейку. Вода в нем была прозрачной, быстрой и очень холодной. Мостика через ручей не было, и Маша остановилась в растерянности. Ей очень не хотелось промочить новые кроссовки. «Посмотри!» Миша показал рукой чуть правее. «Там в воде лежат крупные гладкие камни». Дети подошли ближе
Камни были сухими над водой и устойчивыми. Маша немного побоялась, но Миша крепко взял ее за руку и перешагнул на первый камень, показывая пример. Поддерживая друг друга, дети осторожно, шаг за шагом, перебрались по камушкам на противоположный берег ручья. Маша радостно захлопала в ладоши. Первое препятствие было позади. Путешествие продолжилось. Лесная дорожка вела детей все дальше и дальше. Вскоре друзья вышли на небольшую поляну. Посреди нее лежал огромный серый валун. Он был такой большой и причудливый, что действительно очень напоминал спящего косолапого медведя. Маша снова развернула карту. Нам нужно повернуть направо, сразу за этим камнем, и отсчитать 10 шагов. Миша начал громко и четко считать шаги. 1, 2, 3. На счете 10 друзья остановились прямо перед огромной пушистой вековой елью. Ее нижние мохнатые ветви спускались до самой земли, словно зеленый плащ, надежно пряча от чужих глаз то, что находилось под деревом. Ребята присели на корточки. Миша аккуратно приподнял тяжелую и колючую ветку, открывая проход внутрь. Под деревом было сухо, пахло хвоей, а земля была покрыта ковром из старых иголочек. И прямо там, в самом центре, лежала небольшая деревянная шкатулка. Маша протянула руку и осторожно подняла крышку. Дети затаили дыхание от волнения и заглянули внутрь. Там не было золотых монет или сверкающих алмазов. Но для Маши и Миши это было неважно. В коробочке аккуратно лежали настоящий круглый компас, маленькая, но очень удобная подзорная труба, 2 большие вкусные конфеты. А на самом дне коробки лежала записка. Маша уже умела немного читать, поэтому она медленно и выразительно прочитала записку вслух для Миши. Привет, смелые и дружные путешественники! Раз вы нашли этот клад, значит, вы умеете помогать друг другу и не боитесь трудностей. Компас и подзорная труба теперь принадлежат вам. Пусть они помогают вам в пути и откроют для вас много новых, красивых мест. Миша и Маша радостно улыбнулись и переглянулись. Они тут же развернули конфеты
и с удовольствием съели их, празднуя свое увлекательное путешествие. Потом Миша бережно убрал компас в свой рюкзачок, а Маша взяла подзорную трубу. Счастливые и гордые собой, друзья отправились по знакомой тропинке обратно домой, чтобы успеть к вкусному обеду. Они шли и весело обсуждали, куда отправятся завтра, ведь они точно знали, что это было только самое начало их больших и интересных приключений.